Сегодня, видите, друзья, я самоизолировался на острове Патмос. Вот. И сегодня такой классный день, что мы можем собираться в любое время, да, в любом месте, где бы мы ни были, мы можем собираться все воедино, в одного. Добрый Отец, Ты благодать неслил, вывел меня нестемно, Ты в Твой мир, Ты милосердный, моя помощь каждый миг. Я могу лишь петь, что Ты добрый Отец, Ты благодать неслил, вывел меня нестемно, Ты в Твой мир, Ты милосердный, моя помощь каждый миг. Я могу лишь петь, что Ты обещания Твои, аминь. Все обещания Твои, аминь. Светлый Господь, чудный Спаситель, чудный Спаситель, Ты ведешь меня, вытащил из хлеба и разбил всю брань. Мой Искупитель, Ты меня освободил. Я могу лишь петь, что Ты верен всегда, верен вовеки будешь Ты, верен всегда. Все обещания Твои, дай, аминь. Скажи, верен всегда, верен вовеки будешь Ты, верен всегда. Все обещания Твои, дай, аминь. Все Твои, Господь, все обещания Твои, дай, аминь. Все Твои обещания, Господь, дай, аминь. О, аллилуйя, мой покой. Обещания Твои уверен я, Твоей верности мой покой. Обещания Твои уверен я, Твоей верности, о, мой покой. Обещания Твои уверен я, Твоей верности, мой покой. Обещания Твои уверен я, Твоей верности, мой покой. Обещания Твои уверен я, Твоей верности. Верен вовеки будешь Ты, верен всегда.
обещания Твои, дай огни. Скажи все обещания. Все обещания Твои, дай огни. О, Господь, все Твои обещания, дай аминь. Аминь, церковь. Все Его обещания только дай аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Вся слава Тебе. Аллилуйя. Давайте еще воспоем одну песню. Всем знакомым. Вы также можете присоединяться в Инстаграме. Там, возможно, запись, качество получше. Но в Зуме у вас все равно есть слова песен. Вы можете смотреть и подпевать. Господь и хвалу царю царей. Любовь Его вовеки. Он так благ, Он выше всех. Любовь Его вовеки. Воспой хвалу своей рукой, от смерти спас. Любовь Его вовеки. Новую жизнь вложил Он в нас. Любовь Его вовеки. Воспой хвалу. Воспой Ему хвалу. Воспой, Он достоин всей славы. Хвалу. Вовеки Бог нам верен. Вовеки сила в Нем. Вовеки будешь с нами. Вовеки Ты Бог наш. Вовеки Бог нам верен. Вовеки сила в Нем. Вовеки будешь с нами. Вовеки Бог, Ты Бог наш. Вовеки озарим и озарим. Любовь Его вовеки. Славу Его будем мы нести. Любовь Его вовеки. Воспой, воспой Ему хвалу. Хвалу, воспой Ему. Воспой хвалу. Вовеки Бог нам верен. Вовеки сила в Нем. Вовеки будешь с нами. Вовеки Ты Бог наш. Вовеки Бог нам верен. Вовеки сила в Нем. Вовеки будешь с нами. Вовеки Ты Бог наш. Вовеки. Любовь Его вовеки. Любовь Его вовеки. Скажи. Любовь Его вовеки. Любовь Его вовеки. Воспой хвалу. Воспой Ему хвалу. Воспой хвалу. Вовеки Бог нам верен. Вовеки сила в Нем. Вовеки будешь с нами. Вовеки Ты Бог наш. Вовеки Бог нам верен. Вовеки сила в Нем. Вовеки будешь с нами. Вовеки Ты Бог наш. Вовеки. Вовеки Ты Бог наш. Вовеки. Вовеки Бог. Вовеки Ты Бог наш. Вовеки Ты Бог наш. Вовеки. Аллилуйя, церковь.
Слава Господу. Давайте теперь будем поклоняться Ему. Я вообще так рад видеть каждого из вас. Это день победы. Аминь. Ты победитель. Он говорит, что ты победитель. Ты победил однажды. Так же, как Он победил лукавого. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус. И вот опять я в Твоих руках, и все во мне Твое, Бог. Мой мир всегда на ладони Твоей, вся жизнь в Тебе навечно. Верю я в Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Иисус, я живу лишь для Тебя, пою лишь для Тебя, для всей души. Иду с Тобой, куда б Ты ни шел, сквозь смех и любовь. Я верю на Твоих путях, обещания Твоих. Я буду жить навечно. Верю я в Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Иисус, я живу лишь для Тебя, пою лишь для Тебя, верю я в Тебя. Принадлежу Тебе, Иисус, я пою лишь для Тебя, пою лишь для Тебя, я всей душой. Я живу лишь для Тебя, Господь, не пою лишь для Тебя, Иисус. В этот день, Господь, я поклоняюсь Тебе. Этим утром, Господь, я служу Тебе, Иисус. Аллилуйя. Превозношу, Господь, Твое святое имя, выше всех имен. Давайте будем поклоняться.
Иисус, я живу лишь для Тебя, пою лишь для Тебя. Верю я в Тебя, верю я в Тебя, Иисус. Принадлежу Тебе, принадлежу, Иисус. Я пою лишь для Тебя, живу лишь для Тебя. Я все решу, я все решу. Я пою, Господь, лишь для Тебя, и живу лишь для Тебя, Иисус. Аллилуйя. Я поклоняюсь, Господь, только Тебе одному, Господь, я служу. Это же я, что Всевышний Царь меня призвал. Я блуждал, но любовь Твоя меня нашла. О, меня нашла. Да свободу мне Иисус навек. Я дитя Царя, знаю я свободен. Я свободен, искуплен, Он милостив. Был я праздный греха, но Ты жизнью заплатил за мои грехи. За свободу мне Иисус навек. Я дитя Царя, знаю я, что Он есть всегда место для меня. Я дитя Царя, знаю я, Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в Тебе, Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в Тебе, Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в Тебе, Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в Тебе, я знаю, кто я в Тебе. Я свободен, Иисус навек. Я дитя Царя, знаю я, что Он есть всегда место для меня. Я дитя Царя, знаю я, Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в Тебе, Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в Тебе, Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в Тебе, Твоим другом был я назван. И я знаю, кто я в Тебе, я знаю, кто я в
тебе, и я знаю, кто я тебе. Иисус навек, я дитя царя, знаю я, что тот есть, кто есть всегда. Представляй меня, я дитя царя, знаю я. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Сейчас я передаю микрофон Олегу Ивановичу. И прежде чем он скажет, мы хотим показать вам один ролик, который сделали наши дети. Поздравительный ролик. Этот праздник светлый в мае отмечает вся страна. Каждый помнит, каждый знает, как закончилась война. В этот славный день победы мы спасибо скажем дедам, будем родину любить, той войны нам не забыть. Все друг друга поздравляют, слышите, песни там и тут. В синем небе звезды тают, это праздничный салют. Это славный день победы, мы спасибо скажем дедам, будем родину любить, той войны нам не забыть. Будем помнить эту дату, пронесем через года. Подвиг русского солдата не забудем никогда. В этот славный день победы мы спасибо скажем дедам, будем родину любить, той войны нам не забыть. В этот славный день победы мы спасибо скажем дедам, будем родину любить, той войны нам не забыть. Здравствуйте! Великий праздник, День Победы! На главной площади парад. Пускай не возвратятся беды, и будет мир добром объят. Здравствуйте! Поздравляю вас с великим праздником, День Победы! Обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день... Низкий поклон всем, кто жизнь положил за нашу победу, кто сил не щадил. Пусть мирного неба будет всегда, теперь обойдет нас любая беда.
победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Итак, доброе утро, добрый день всем, дорогие мои. Я вас рад так видеть в этот день, День Победы. Многие из вас здесь из Анамцев, из Чурапчи, из Бердикистяха, с Кангалас. Мы так рады вас видеть здесь вместе с нами в прямом эфире в это чудесное время, в чудесный день, дни эти, майские дни, в эти дни Победы, которые наш народ, не жалея себя, не жалея живота, не жалея своей крови, отдавали свою жизнь ради того, чтобы мы сегодня могли собираться здесь, чтобы мы могли радоваться, чтобы мы могли восклицать. И также мы очень рады, что с нами Господь, и Он даровал нам эту победу и дал каждому нам воссеть рядом с Ним. Я так рад вас всех видеть в здравии, в крепости, что вы улыбаетесь, почаще улыбайтесь. Бог нам дал эту радость, чтобы мы могли радовать друг друга. И прежде я также хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы наши сердца были открыты к тому посланию, то, что Бог приготовил для нас в этот день. И Он нам накрыл сегодня стол, прекрасный стол, в этот день, дни эти победы, которые мы празднуем, и которые Он нам даровал, эту победу во Христе Иисусе на кресте, на Голгофском. Давайте мы склоним свои головы, давайте мы откроем свои сердца и будем слышать то, что Дух Божий говорит церкви, чтобы мы могли принять, чтобы мы могли это впитать в себя, и чтобы мы могли вкушать, и мы могли изменяться в образ Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь, Ты так благ, Ты наше упование, Ты наша страсть. Коснись каждого сегодня здесь, чтобы мы могли в это время еще больше и больше уразуметь Твое Писание, уразуметь Тебя, Господь, во имя исследовать за Тобою, во имя Иисуса Христа.
благодарим и славим Тебя, что Ты нас окормляешь, нас кормишь, что Ты верный, нас никогда не оставил и не покинул. Благодарим и славим Тебя. И все сказали аминь. Аминь. И в этот чудный день, знаете, вот сейчас в это время, особенно время, больше приходит понимание, что мы сейчас понимаем, что мы так нужны, все больше и больше мы нуждаемся в друг друге. Мы очень нуждаемся в друг друге. Сейчас в это время вот столько негативной информации, столько фейков, непроверенных, сомнительных, которые нужно проверять в Боге, в молитве, искать Его. Столько ненужной этой информации, от которого нету толку. И это просто, знаете, это просто хлам. Я вижу, это хлам просто. И сатана хочет через этот хлам, через эту нечистоту, чтобы засорить нас так, чтобы мы не могли войти в чистоту общения с нашим Господом Богом. Мы так понимаем, знаете, что мы нуждаемся в друг друге, я еще раз говорю. И самая лучшая дезинфекция, сейчас в наше время, дорогие мои, самая лучшая дезинфекция – это любовь Божья, это Бог, потому что Бог есть любовь. Если не хватает, как кто-то сказал, то увеличьте эту дозу, ищите Его в Слове, служите своим родным и близким, соседям, по подъезду. Обращайте внимание, не проходите просто равнодушно. Нужно увеличивать эту дозу в это время. Не сидеть в интернете, смотреть там чипирование, не чипирование, какие-то там эти. Нам нужно быть готовыми, бодрствовать и быть готовыми то, что скажет нам Бог. Слушай очень внимательно. Я хочу сказать, брат и сестра, друзья, чтобы мы внимательно были слышанному. Чтобы мы не просто были слышателями забывчивыми, но чтобы мы были исполнителями этого слова. И не говорите, что я не слышал, я ничего не слышу, ничего не вижу. Мы все видим, мы все слышим через наше Писание, если мы каждый день его читаем, если каждый день мы молимся. Знаете, только спасенные, искупленные, прощенные люди, они могут прощать. Только прощенные. Мы должны это ясно, четко. Если ты не можешь простить свою родную жену, своих братьев, сестер, своих родственников, кого-то по работе, значит, нам нужно задуматься, нам нужно увеличить эту дозу. Где мы ее можем увеличить? Только если мы пойдем к Царю царей, к нашему Иисусу Христу. Давайте мы начнем проповедь, то слово, которое Бог вложил в эти дни в мое сердце, Он пропустил, и Дух Святой нам что-то приготовил хорошее. Он накрыл этот стол для нас, чтобы мы могли вкушать, чтобы мы могли наполниться, чтобы мы стали теми тельцами, и чтобы мы могли поделиться тем туком, тем помазанием, той силой, той любовью, той мудростью, которую нам дал Бог. Он дал нам это все бесплатно, и мы должны делиться с этим миром, потому что сейчас нету никаких таких лекарств, чтобы успокоить душу человека, и оно не будет никогда. Только Бог может успокоить душу человека. И давайте мы откроем место Писания, 2 Тимофея, 4 главу и 5 стих, и будем читать там. Можно на экран, да? И здесь написано так. Это апостол Павел пишет своему преемнику, пишет как завещательное письмо. Потому что он там дальше потом скажет, мы не будем читать, он скажет, я служение совершил, веру сохранил, корабль мой не потонул, я все это сделал, это как завещательное письмо, он передает это преемнику своему Тимофею. И Бог сегодня также нам передает это, потому что мы преемники всего того, что Бог приготовил, того богатства, которое было, которое идет из века в век. И он, Тимофею, здесь обращается и к нам. И он говорит, вот эти
вот эти поручения, вот те, которые поручения, это, он говорит, исполняй служение, исполняй. Это поручение Иисуса Христа. Но почему-то это поручение Иисуса Христа многими христианами не исполняется. Потому что поручения, они даются везде, на работе, где бы мы ни были, чтобы они исполнялись в любой организации, в семье, где бы ни было. Знаете, когда мы не исполняем, мы опускаем глаза. У нас такая привилегия, что мы называемся христианами. Это как фамилия моя Куликов и моя семья здесь. Они пользуются всеми привилегиями, мои дети здесь. Они живут под защитой, я их обеспечиваю. Они спят в теплой квартире, кормлю их, одеваю, вкладываю им Слово Божье. Каждый раз они понимают это, я им рассказываю, говорю об этом. И мы также, дети, его дети, деточки, мы также имеем эти все привилегии у него. Он нас всем обеспечил, он самое главное даровал нам вечную жизнь дал. И он хочет, чтобы мы исполняли его поручения, как и это я. Я говорю, вы здесь, но вы должны исполнять эти поручения. Кто-то моет посуду, кто-то моет полы, кто-то выносит мусор, кто-то идет в магазин. Каждый исполняет это поручением. Если кто-то не исполняет, ну это он будет наказан и пойдет в угол, или ему что-то не дадут. Знаете, и Отец Небесный, Он хочет, чтобы мы исполняли то, что Он повелел нам. Это Его великое поручение. Идите и делайте учеников, благовествуйте, свидетельствуйте. Он говорит, исполняй. Исполнитель – это как слуга. И Иисус Христос, Он пришел, чтобы послужить нам. Конкретно Он говорит, с какой целью Он пришел к нам. Луки, можем открыть Луки, 22 глава, 27 стих, почитаем. Луки, 22 глава, 27 стих. И там написано, ибо кто больше? Там он задает вопрос, Иисус, ученикам, кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? Потому что это система мира, он знает об этом. Он говорит, не возлежащий ли? Потому что возлежащий он командует, он хочет, чтобы ему послужили, чтобы у него были рабы, чтобы они вокруг все это делали. И он говорит, приводит пример себя. А я посреди вас, как служащий, среди вас. И знаете, в Царстве Небесном система ценностей, она совсем иная. Вы видите, оно совсем не сходится с ценностями нашего Бога. И Бог, знаете, Иисус Христос, Он прежде всего смирил себя, чтобы принять этот образ раба, этого слуги, и чтобы исполнить то, что говорит Бог. Он подчинил себя воле Отца. И он подчинился и Пилату, и он подчинился и Синедриону, этим неправедным судьям. Он подчинился этой разъяренной толпе, которая его хотела убить. Он молчал, он закрыл свой рот и просто молчал, хотя его сердце разрывалось. И Иисусу Христу было нужно это смирение, чтобы исполнить ту цель, для которой он пришел. И мы также, это как пример для нас, мы также должны смириться. То, что Бог верил нам, мы должны исполнять это. Луки 17 главу, мы откроем 17 глава и 10 стих. Луки 17 глава, 10 стих. И будем читать там. И Лука говорит, так и вы, когда исполните все, повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были
сделать. Знаете, я вам хочу сказать, и сразу кто-то говорит: ой, какие мы рабы, мы дети, мы должны возвещать всю волю Божью. Апостол Павел говорил: я вам непрестанно возвещаю всю волю Божью. Вся воля Божья, что мы и рабы, и слуги, мы и дети, мы и праведники, мы и грешники, мы святые и можем грешить. Писание говорит, мы должны быть сбалансированными христианами, сбалансированными, зрелыми, готовыми. И, знаете, вот, честно говоря, положа себе на руку на сердце, я скажу, вот из этого Писания я мало что исполняю. И нужно быть честным, искренним. Мало что, знаете, принимаю какие-то решения, но потом смотрю, исполнил ли я это или не исполнил. И мы каждый должны проходить это, смотреть на это. И знаете, вот это первое качество, о чем я сейчас говорю, это первое качество, я буду говорить о 3 качествах. Это первое, это исполнительность. Исполнительность. Знаете, очень хороший перевод я в интернете нашел, посмотрел просто, что такое исполнить с греческого. С греческого исполнить – это полностью наполнить до краев, полностью до краев, чтобы она была. Это вот греки использовали вот то чувство, которое переполняет нас. Когда мы возвращаем свой долг, потому что вряд ли мы хотим быть должниками. Мы не должны быть должниками. Мы, когда возвращаем долг, то у нас наполняет это чувство. Мы исполнили что-то, и возникает вот это облегчение, когда мы расплачиваемся сполна. И это вот очень хороший пример Иисус сделал, когда на кресте. Когда он на кресте, его распяли, он воскликнул, сказал: свершилось, свершилось. Он сказал: свершилось, исполнилось до краев, заплачена цена за всех людей. Я исполнил волю Отца. Была поставлена точка в искуплении, в спасении. И мы должны иметь такое же состояние. Каждый из нас, мы можем сказать сейчас прямо в сердце, каждый из нас в сердце сильно, громко: я очень и очень хочу этого. Я очень хочу исполнять это. И мы можем посмотреть Колоссянам 4 главу, Колоссянам 4 глава, 17 стих. Колоссянам 4 глава. Можно там, ага. Вот и здесь написано, Колоссянам 4 глава, 17 стих. Скажите Архипу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Он говорит: скажите Олегу, скажите Вячеславу, скажите Саву Савичу, скажите Марии, скажите Светлане, скажите Вадиму, скажите Сергею, скажите Александру. Смотрите, чтобы вам исполнить служение, которое вы приняли в Господе. И мы должны исполнять это служение. Это вот первое, то качество, которое нам нужно, исполнительность. И второе качество это призвание. Это призвание. Потому что Бог призвал каждого из нас. Каждый из нас призван. Не говорите, что я не призван. Каждого из нас Он призвал для особой цели. Это прежде всего, чтобы мы, конечно, спаслись, примирились с Ним, наша жизнь изменилась, и мы сразу шли и благовествовали, делились этим. Бесплатно получили, бесплатно и давали это людям. Это нести Евангелие, нести благую весть. Это должно быть стилем нашей жизни. В Матвея 4 главе мы можем посмотреть. Матвея 4 глава,
и 19 стих мы будем читать. Матвея 4 глава, 19 стих. И он говорит своим ученикам: идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. Знаете, вот он говорит: я хочу рассказать вам то, что вы ловцы человеческих душ. Я хочу вам рассказать про рыбалку. Знаете, рыбак, когда готовится к рыбалке, он готовится, очень тщательно готовится. Он готовит блесны, готовит закидушки, донки, спиннинги, удочки, готовит приманку для рыбы, готовит наживку для этого, чтобы поймать хорошую крупную рыбу, может и мелкую рыбу, всякая рыба хорошая, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Он хочет этого. Он не хочет, чтобы только мы спаслись и сидели в церкви, сидели дома. Он хочет, чтобы все люди спаслись. И поэтому Он нас снаряжает, Он нам дает, знаете, Он нам дает власть, силу. И мы это смотрим, Матвея 10 глава. Вначале 1 стих почитаем, а потом 7 и 8. Матвея 10 глава. И в начале 1 стих. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть. Он дает нам власть. Как он дает нам власть? Он дает нам власть через свое слово. Однозначно только через свое слово. Вот. Чистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. И 7-8 стих он говорит: ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Аллилуйя! Слава Богу! И знаете, Евангелие, оно дано в двух частях. И мы сейчас посмотрим это из мест Писания. 1 Иоанна, 1 глава, и мы почитаем с 1 по 5 стих. 1 Иоанна, 1 глава, и с 1 по 5 стих. И Евангелие, оно там дается в двух частях. Давайте почитаем. О том, что было от начала, что мы слышали, то, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам о том, что мы видели и слышали. Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, Сыном Его, Иисусом Христом. Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Оно в двух частях. Это то, что мы, первая часть, это то, что мы слышали, и вторая часть, это то, что мы видели. Мы каждый можем в своей жизни это увидеть. Каждый можем увидеть. Прежде, чем я покаялся, я услышал Евангелие. Я слышал через свою родную сестру это Евангелие. Потом я покаялся, и потом я увидел, как моя жизнь радикально из года в год, потихоньку она менялась. Бог дал мне крепость, здоровье, исцелил, дает мне жизнь, дал семью. Самое главное, дал, чтобы я мог служить Ему. И это очень важно, чтобы мы могли увидеть действительно то, что мы услышали, то, что мы увидели. И мы можем этим делиться людям этого мира. Знаете, мы становимся свидетелями
для своих родных и близких, для своих родных и близких. Когда мы идем, когда мы спасаемся, Дух Святой зажигает этот огонь внутри нас, этот огонь и внутри нас. И мы не можем удержать, я не мог удержать в то время. Я сразу пошел, стал проповедовать своим бывшим там друзьям, всем пошел и стал проповедовать то, что Иисус сделал в моей жизни, то, что я услышал, то, что я увидел, то, что Иисус сделал в моей жизни, то, тем я делился. И это не могло меня удержать, даже если я был не образован, нормально даже одного предложения не мог сказать, но я шел и говорил, это горело в моем сердце. Мы просто можем начать, я начинал всегда с молитвы: Господь, помоги, я не знаю, у меня нет мудрости, я не могу правильно говорить, доносить это, устрой мне эту рыбалку, и Бог, Он устраивал эту рыбалку. Он устроит. Знаете, мы как побеждаем сатану? Мы побеждаем, в Откровении сказано это, вы можете у себя посмотреть, в Откровении сказано, 12 главе, в 11 стихе, мы победили его кровью Агнца. Второе, словом свидетельства мы его побеждаем. Когда мы благовествуем, говорим, мы сатану побеждаем. Кровью Агнца исполняется на 100%. Исполняется. А вот словом свидетельства нам нужно исполнять. И третье, это вообще мало, наверное, людей, которые могут исполнить третье, не возлюбив души своей до самой смерти. Мы призваны, знаете, все, не какие-то только какие-то помазанники там, которые благовестники, евангелисты. Мы призваны все, потому что мы есть царственное священство, народ избранный, чтобы благовествовать. Мы цари и священники в своем доме, на работе, куда бы мы ни пошли. Бог дал нам это привилегие. Он дает нам силу, помазание, мудрость, любовь, чтобы мы достигали людей. Знаете, и тогда у нас начнется, мы все время идем, где сверхъестественная христианская жизнь? Все время спрашиваем пастора, лидеров, где-то в церкви спрашиваем. Да мы сами можем ходить, жить. Это когда станет стилем жизни, тогда сверхъестественное придет. Сверхъестественное придет только там, где будет проповедана Евангелие. Там, где мы начнем возлагать руки о том, что Писание говорит. Да, нечистые духи будут выходить, бесов изгонять, мертвых воскрешать будем. Если мы прежде будем проповедовать Евангелие, нести это Евангелие. Потому что Бог — это воля Божья, благая, угодная, совершенная. Потому что Он говорит: идите и проповедуйте, чтобы все люди спаслись. И Он хочет, чтобы мы стали ловцами человеков. Не просто спаслись, но стали ловцами человеков. И третья часть, первая, как я сказал, это исполнительность, то, что Он говорит. Второе, что мы призваны. Мы призваны все призваны. Все призваны. Аллилуйя. И третье, это, конечно же, посвященность. Посвященность. Без посвященности никак. Я уже сказал, что это не временное. Вот сейчас у нас идет месяц благовестия, и я не хочу, я исполняю каждый день. Это уже 10-й день сегодня. Но я не хочу остановиться, я хочу, чтобы это стало стилем моей жизни, как оно было в начале. Я каждый день благовествовал. Я хочу каждый день благовествовать, делиться. Пойду ли я в магазин, пойду ли я на почту, поеду ли я на работу, где-то на улице ли я увижу, чтобы я всегда был готов к этой рыбалке. Сказал: я готов, пошли мне рыбу, я готов. Вы где-нибудь видели, чтобы рыба сама приходила, стучала в дверь и говорит: вот поймайте меня. Пожалуйста, нет, мы должны быть готовлены, подготовлены, мы должны прежде всего молиться, искать Его лица и Бога, и то, что Бог вкладывает в сердце, это делать. Но, знаете, не делать так, что пока Бог скажет, я буду лежать. Нет, Бог, призыв уже состоялся. 2000 лет тому назад призыв уже состоялся. Он сказал: идите и делайте учеников, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Чтобы мы, как
как Божьи люди, ученики, как церковь его, как невеста. Что там у нас со звуком нормально? Помашите рукой, если нормально все со звуком. Алло. Что, нормально со звуком? Ну. Аллилуйя. И тогда мы идем, мы сейчас скоро будем заканчивать, потому что мы все дадим отчет в один день. Мы все, каждый, знаете, каждый даст отчет. Написано, мы можем, конечно, ничего не делать и не благовествовать, мы спаслись. Можем так, но мы как бы из огня спасемся. Но дело каждого будет проверено, из золота ли оно, из драгоценных камней, или из соломы, или дерева, как бы из огня мы будем спасаться. Нам нужно двигаться в этом направлении. Конечно, Бог, Он любит, и я вас не хочу ни в коем случае напугать, вас толкнуть, что-то заставить вас делать. Вы должны это от Бога получить, чтобы слово это внутри вас горело, чтобы оно возгоралось, и вы сказали: да, я хочу жить такой жизнью, я хочу совершать это служение благовестия, исполнять это служение, чтобы, придя на небо, Бог сказал: да, в действительности ты рядом будешь сидеть возле. Вот тебе награда за это, верный раб мой. И нам нужно, вот я первое сказал, что исполнять, второе призвание служителя, да, и третье, вот что посвященность, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли уповать на Него, чтобы это было нашим стилем жизни. Колоссянам. Можем открыть Колоссянам 3 главу, 23-24 стих. 23 и 24 стих. Колоссянам 3 глава. И 23-24 стих будем читать. Аллилуйя. И здесь написано так: и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Очень сильное слово, чтобы мы делали как для Господа, не для человеков, чтобы мы не угождали, чтобы мы не кичились этим, не хвалились этим, и не говорили: это я делаю там что-то, вот. Но чтобы мы делали это для Господа, потому что есть люди, которые не говорят, но делают это. Я знаю, и в нашей церкви есть такие люди. Вот. Что не ждут этого призыва, что не говорят: ой, там что-то требуют или что-то заставляют. Это в сердце горит. Вот. Нам нужно исполнять свое призвание в посвящении. Нам нужно. Знаете, море, небеса, звезды, горы, озера, реки, все проповедуют о Иисусе Христе, все проповедуется об этом. Но знаете, самое крутое Евангелие, вы слышите, самое крутое Евангелие, оно упаковано внутри нас. Вау! Оно упаковано внутри нас, самое крутое Евангелие, внутри нас упаковано. Бог упаковал, Дух Святой, Он живет внутри нас, в нашем сердце. Аллилуйя. И мы будем возвещать. Мы должны возвещать, мы должны идти, мы не должны молчать. Мы должны делать, знаете, с малых вещей. Что-то начинать делать. Слышать Бога, молиться прежде, искать Его, чтобы Он устроил это Бог. И мы не будем молчать. Исайя, последнее место Писания, давайте откроем Исайя, 62 главу. И 6-7 стих прочитаем там. Исайя, 62 глава, 6-7 стих. И там написано так: на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте перед Ним, доколе не восстановит, доколе не сделает Иерусалим славою на земле, наши города, наши селения, наши поселки, наши деревни, чтобы слава Божья могла прийти. Аллилуйя. Друзья, я
хочу вас сегодня, чтобы призвать вас, чтобы мы в действительности могли в этом стремиться. Призываю вас всех, кто знает о нем, который имеет веру от Бога, не молчать о том, что Христос сделал для каждого из нас. Чтобы мы никогда не могли держать внутри себя веру в Иисуса Христа. Потому что вера в Иисуса Христа дает вечную жизнь. Вечную жизнь. И поэтому мы сегодня выбираем не молчать. Знаете, в войне, когда они встают, они кричат: «Ура! За победу! Ура!» Они не молчат, они встают. Или они молчат, но они внутри кричат. Они кричат внутри, у них все кричит. Они, может, громко не могут кричать, у них нету голоса громкого, но они внутри кричат еще сильнее, кто кричит громко. Они не молчать. Мы поставлены сторожами. Мы не должны сказать: «А сторож, что ли, я своему брату, своей жене, своим родным братьям устал, этим пьяницам, этим алкоголикам, этим блудникам проповедовать». Мы не должны молчать. То, что Иисус нам сделал, то, что Он сделал на Голгофском кресте, сказал: свершилось, я умер за вас, Галины мои, Галины, Нади, Светы, Сергеи, Володи, Олеги, Александр, Вячеславы, Леонеллы, Светы, все мы, он говорит: я свершилось, я исполнил, вы спасены, но вы не должны молчать, вы должны идти дальше, мы должны пойти рассказать своим родным и близким, мы должны это делать от всего сердца, не молчать. То, что Бог сделал, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, познали эту истину. Аллилуйя. Чтобы мы могли молиться за заселение, за эти деревни, за своих родных, близких, за своих пап, жен, там еще за кого-то, кто еще не спаслись, мужей, которые пьют. Аллилуйя. Если мы хотим быть на волне пробуждения с Господом в эти последние дни, то мы должны не просто кататься на этой волне, мы должны дуть на эту волну, чтобы больше людей из этого мира покаялись, зашли эту на волну пробуждения, чтобы мы должны трудиться, засучить рукава и сказать: я хочу трудиться, я сяду на колени, буду молиться, буду взывать, буду стягивать небеса, пойду к этому народу непокорному, который народ непокорный, жестоковыйный, который жестокосердный, некоторые не хотят слушать. Я ходил уже на улице, благовествовал, и знаете, я вижу, некоторые люди вообще не хотят, они жестокие, а он говорит: все равно вставай, иди, говори, не опускай свои руки, Олег, не надо опускать, надо дальше двигаться. Я говорю: надо дальше двигаться. И ты хочешь жить сверхъестественной жизнью. Ты хочешь, чтобы это было стилем твоей жизни. Аллилуйя. Он хочет этого. Аллилуйя. Господь, давайте мы помолимся. Давайте мы поднимем к Нему руки. Помолимся к Нему. Аллилуйя. Отец Небесный. Господи, мы молимся Тебе, Отец. Господь, призыв уже состоялся 2000 лет тому назад. Господь, Ты призвал каждого из нас. Ты хочешь, чтобы мы были ловцами человеческих душ. Ты сказал: я вам даром дал, даром давайте, Господь. Вы хотите жить сверхъестественным, тогда идите в этот народ. Идите к своим родным и близким, возлагайте на них руки, провозглашайте Евангелие, Господь, во имя Иисуса Христа, и Слово Божье, и моя сила, мое помазание, оно будет работать, Господь, во имя Иисуса, и вы увидите, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь. И вы исполнитесь этой до краев, Господь, во имя Иисуса. И вы будете говорить: свершилось. Мой муж спасен, мой муж бросил пить. Господь, свершилось. Мои сыновья и дети вернулись. Господь, свершилось, исполнилось до краев, Господь, во имя Иисуса.
И мы этот День Победы, как там поется, со слезами на глазах, Господь, с этой сединой, Господь, во имя Иисуса, но победа. С победой, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим и славим Тебя, великий Бог. Аллилуйя, благодарим и славим Тебя, великий Бог. Славим, славим, славим Тебя. Аллилуйя. Спасибо за эту победу, которую Ты нам даровал через Голгофский крест. Дух Святой во имя Иисуса Христа могущественно касается каждого из нас. Господь, во имя Иисуса, чтобы мы не были равнодушными, Господь, чтобы мы шли в этот народ жестоковыйный, жестокосердный. Господь, во имя Иисуса, невозмущенными лицами, которые ходят, Господь, Господь, с этими лицами, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя, чтобы мы могли благословлять их, молиться, Господь, говорить им, не умолкать, не умолкать. Я не могу молчать, чтобы внутри у нас звучала этот звон, эта музыка. Не могу молчать, потому не могу удержать. Потому что я об этом слышал, Господь, я об этом слышал, Господь, я это увидел, Господь, это горит внутри меня, я не могу это удержать, могу нести этот народ во имя Иисуса, до победного конца, Господь, до победного конца, потому что мы уже победители, потому что Иисус даровал нам эту победу. Господь, во имя Иисуса Христа, благодарим и славим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. И все сказали аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Но я заканчиваю на этом. Я хотел бы в конце еще сказать очень важное, очень главное служение. Я очень прошу, чтобы в ваше сердце вы не выходили, вы находились сейчас в присутствии Божьем. И это очень важно, я вам скажу, это настолько важно. Это главное, это измерение нашей веры, нашей любви к Богу. Я хотел бы сказать о пожертвовании и хотел бы зачитать из мест Писания, потому что мы этот на экран не кинули, могли бы открыть Римлянам, у кого есть гаджеты, но я почитаю. Римлянам 16 глава, 23 стих. Я хотел бы говорить о пожертвовании, чтобы мы продолжали. Вы молодцы, вы продолжаете, вы верные. Вы верные, вы продолжаете. Но нам иногда нужно где-то усилиться, где-то маленько нужно делать. И знайте всегда, всегда говорите об этом, не молчите. Если вам нужна помощь, всегда напишите в чате где-то. Мне очень трудно, мне нужна помощь. И мы как семья Божья, особенно в это время, увеличить эту дозу. Мы могли бы приехать, помочь таким людям. Не молчите также об этом. Говорите об этом. Открывайте свое сердце. Не оставайтесь наедине, потому что сатана придет и скажет: вот вас забыли, вот вам не додали, вот такие они. Не молчите, говорите, делитесь своим лидером, скажите своему брату, сестре об этом. И тогда я бы хотел бы говорить с Римлянам 16 глава и прочитать 23 стих. Здесь написано так. «Приветствует вас Гаи, страноприимник мой, и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель, и брат Кварт». Вообще круто, круто. Казнохранитель Эраст. Мы про него сегодня вот немного поговорим. И про Гая этого, да, который приветствует вас Гай. Когда мы изучаем историю, смотрим историю церкви, читаем про этих людей, потому что в Библии нигде про них еще не сказано, но история церкви, она говорит про таких людей. Знаете, что-то остается про таких людей в исторических документах. Гай это был очень хороший Божий человек, как мы поняли. Знаете, Павел у него жил, он приютил Павла, и не раз, скорее всего, потому что он был странноприимным. Скорее всего, этот человек был, история говорит, очень богатым человеком был. Потому что он не только одного Павла приютил, но он и всю церковь. Представляете, всю церковь.
И я верю, у нас поднимутся такие люди, в нашей церкви поднимутся такие люди, которые будут щедрыми. У нас уже есть такие люди, но они поднимутся еще больше, такие люди, которые будут щедрыми, которые будут работать в этой Божьей важной очень работе, социальной этой работе. Это настолько важно. И он приютил всю церковь, вся церковь там была. Состоявшиеся люди, да, там вот мы читаем об этом. Но они не только были состоявшиеся, еще богатые, и это богатство не говорит о том, что они были состоявшимися, потому что есть люди, у которых нет богатства, но они состоялись, и многие из вас такие, дорогие мои друзья, однополчане. Знаете, и они были очень духовными людьми. Если они принимали всю церковь Павла, они были очень духовными, потому что они жили не только для себя. Знаете, вся казна этого города была в их руках. Так здорово было бы, если наши люди работали в Сбербанке, да, ВТБ, и были там на главных ролях. Вся казна была в руках ихних, знаете. И Коринф, город был тогда одним из мировых торговых центров. И это был по тем временам был третий город в мире, центр из самых больших. И знаете, вот что интересно, вот что в Коринфе производили раскопки. И когда раскопали, то обнаружили пешеходную улицу. И на одной из камней обнаружили надпись: «Эту улицу на свои деньги построил Ираст». На свои деньги построил Ираст. Знаете, я не знаю, когда все говорят, что близко Иисус, но я думаю, еще не так близко, еще наши дети, правнуки, и знаете, кто-то будет вспоминать, вот эту церковь построились люди, которые жили в 90-х, 2000-х годах, они построили эту церковь. Каждый кирпич, каждый рубль был вложен. И вот этот кирпич, в этот кирпич было вложены деньги Зои Савичны, Лидии Константиновны, Любовь Романовны, Галины Михайловны, братьев, сестер Снамцев, Чуракчи, Скангалас. Знаешь, как это было бы здорово, когда наши правнуки, там, они услышат об этом. Это красивая церковь стоит, и люди собираются, и там тысячи людей, они расширяются, и кто-то начал это, знаете. Как здорово, да, что на эти деньги мы узнаем из истории, что эту дорогу вот из этих камней построил Ираст, управляющий общественными работами. Аллилуйя! Слава Богу! Что они были такими верующими братьями. Это свидетельствует о его доброте, о его любви к Богу, что он милосердный, этот человек. Целый город ходил по этой улице, которую он построил 2000 лет назад. И, знаете, он был казнохранителем, здесь мы читаем, да, Ираст, городской казнохранитель, но история также говорит, что он стал управляющим. Его выбрали на более высокую должность, потому что он жил для Господа. И также я хочу, чтобы вы сегодня, дорогие мои друзья, чтобы мы сейчас вот скинем там номер карты, телефон нашего кассира, который собирает, бухгалтер, который собирает, не кассир, который собирает эти деньги, и вы могли бы услышать от Бога и послать, вот Любовь Романовна, наша драгоценная сестра, и могли бы послать то, что Бог вам вкладывает. Но также, еще раз повторяюсь, не бояться говорить о том, что вам нужна помощь. Нужна помощь, что вы очень в тяжелом состоянии, очень тяжелом, вам трудно. Или вы знаете таких людей. Давайте мы в это трудное время
будем не молчать. Потому что, как говорили, когда пришли за коммунистами, они молчали, когда пришли за евреями, молчали, когда пришли за мной, уже некому было говорить за меня, потому что всех уже забрали. Вот. И чтобы мы не молчали, чтобы мы не были равнодушными, чтобы мы увеличили эту дозу любви в это трудное время. Это самая лучшая дезинфекция, самая лучшая. Не забывайте об этом. И что самое лучшее Евангелие, оно упаковано в нашем сердце, в нашем разуме, оно упаковано в нашем сердце. И мы должны делиться этим. Горе мне, если я не благовествую. Апостол Павел говорит так. Я принимаю эти слова на себя, я никому не навязываю. Горе мне, если я не благовествую. Я слышу в своем сердце, и я не буду молчать. Я буду продолжать говорить. Аллилуйя. Благословляю вас, дорогие мои, благословляю. Вы можете еще пообщаться немного, да? Мне нужно водички попить, во рту все приз. Аллилуйя. Что, Олег, поговорить? Нет? Нет. А что? Что? Меня, что ли? Меня включили. Ну, так-то сильно не планировали, но что сказать-то? Слава Богу за проповедь. Просто Олег Иванович классно говорил, очень сильно касалось, слава Богу. И я так понимаю, тут тут фотографии, и мы ездили на той неделе разводить как бы, продукты. Слава Богу за все ваши пожертвования. Пусть Господь благословит каждого, кто жертвовал. И это здорово, когда люди, они очень открыты, и когда им приносишь вот это, просто, Господь просто сильно касается, слава Господу. И просто я делаю еще, что ли, призыв, да, чтобы вы могли еще дальше, как бы, чтобы эта работа продолжалась, вы можете жертвовать, вы можете подписать там, да, как-то указать, что это может быть на социальное служение. И также не забывайте жертвовать в церковь, потому что церковь, она тоже нуждается в финансах. Слава Господу. Всех люблю, благодарю. Слава Господу. Аминь. Аминь.
Это вот мы передали служению столовой, они кормят, ну, те, кто может, ну, Графский берег называется столовая, и вот она была очень рада например, от нас, от нашей церкви, от всех вас, получается. Слава Господу. Аминь.